В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития арктической зоны страны. На реализацию госпрограммы с 2021 по 2024 годы предусмотрено более 19,5 миллиардов рублей. Среди целей программы – ускорение экономического развития входящих в состав арктической зоны Российской Федерации территорий, увеличение их вклада в экономический рост страны, обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона. Программа намерена обеспечить конкурентоспособные условия для инвестиционных проектов в Арктике, нормативно-правовое регулирование социально-экономического развития зоны, а также создать новые рабочие места и условия для устойчивого развития коренных малочисленных народов. Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек, или на 0,5% от общей численности. При этом наибольший демографический прирост в процентном отношении отмечен в Севастополе, а самый существенный спад в Тамбовской и Магаданской областях. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Как отмечают аналитики, показатели вызваны естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов. Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия коронавируса. Она, с одной стороны, обусловила прирост смертности, а с другой привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений. Компания «Гросс» вложит более 9 миллионов рублей в развитие Алекминского района Якутии. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Гросс» окажет помощь местным сообществам. Средства планируют направить на строительство и ремонт социально значимых объектов, благоустройство площадей, дорог, города и района, строительство и ремонт жилья, проведение культурно-массовых мероприятий и другие цели. Также средства могут быть направлены на оплату очного обучения студентов района в аккредитованных учебных заведениях. Предусмотрена квота и для гарантированного трудоустройства жителей Алекминского района на имеющиеся вакансии золотодобывающего предприятия. Помимо этого, заключено соглашение с Тянским национальным наследием, который намерен вложить средства в мероприятия по благоустройству, ремонту объектов, площадей и дорог в селе Тяня, приобретение техники, строительство спортивных сооружений, ремонт спортзалов на Слеге. Сельскохозяйственный кооператив «Тяня» на выделенное финансирование приобретет продукты питания и ГСМ для оленеводов 400. Все это в тайгу будут доставлять силами «Гросса» на вездеходе или вертолете. Создание в ТИКСе научного центра, в котором будут тестироваться новые материалы для Арктики, поспособствовало бы развитию этого населенного пункта. Такое мнение высказал президент Российской академии наук Александр Сергеев. Поселок городского типа ТИКСи находится на побережье моря Лаптевых, что делает его перспективным пунктом Северного морского пути. Сергеев напомнил, что ТИКСи в 70-е и 80-е годы был столицей советской Арктики. Он добавил, что преимущество Якутии при создании новых материалов, которые могут работать в условиях Арктики, состоит в том, что из-за климатических особенностей здесь не нужны специальные установки-холодильники для проведения испытаний. В продолжение темы президент Российской академии наук также предложил выйти с инициативой в Арктическом совете создать международное криохранилище семян в Якутии, так как существующее сейчас криохранилище на Шпицбергене начинает разрушаться из-за таяния вечной мерзлоты. По словам Сергеева, якутские ученые еще несколько лет назад сделали пока небольшое криохранилище растений, в котором находится около 10 тысяч экземпляров. Оно расположено на глубине 12 метров, где круглый год поддерживается температура около минус 10 градусов. Холдинг «Высочайший» по итогам прошлого года выручил более 18,5 миллиардов рублей. Данный показатель на 35,7% превышает результаты компании в 2019 году. Основной объем денежных средств компания получила от реализации золота. Себестоимость продаж в отчетный период выросла на 18,5%. Увеличение произошло преимущественно за счет роста себестоимости от реализации золота и услуг. Чистая прибыль Высочайшего составила 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Это на 16% больше, чем в 2019 году. Отметим, что компания ведет работы по добыче золота в Бадайбинском районе Иркутской области и в Алданском районе Якутии. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.